Так, это у меня уже третья по счету лунка. Как говорится, любишь рыбачить, люби луночки бурить. Я решил пробуриться ближе к тому берегу, прямо в центре, так сказать, гуще событий, потому что вот здесь вот 10 метров Моисей говорит, у него клюнуло, была поклевка. Господи, боже мой. Ага. И нам удалось поймать тоже такого замечательного налима, как Дмитрич. Правда, он забагрился, конечно, но ничего. Причем в нескольких местах сразу подзабагрился. Значит, его заинтересовала моя приманка, по всей видимости, раз он на нее позарился. Вот. Такой вот замечательный горный налим. Не знаю, он выживет, не выживет с такой рамкой. Вроде жабры не пострадали. Хотя нет, все-таки я ему порвал здесь. Забираем его. Вечером пожарим. Вот такой налимяка. Вымучил, короче, сколько? На третьей лунке поймал налима, которого вообще не ожидал ловить, не собирался ловить. Сейчас пойдем перебуриваться, короче, бесполезно. Бесполезно. Приехали. Коня, коробеньки. О. 3 белых ниндзя. И 1 черный. Ну, собираемся. Так, в общем, решили сейчас переехать в другую яму, поехать разведать. Она на обратном пути. Вот, если все хорошо, то порыбачим там. Здесь что-то как-то нас не прикололо. Всем этим налимов ловить. Поэтому сейчас едем. Налимов можно и в палатке ловить. Налимов можно, могли бы и в палатке ловить, да. За 40 километров ехать за наливом. Не годится. Да.
Итак, приехали к такому интересному месту. Сказали, здесь есть рыба, яма большая под этим обрывчиком. Сейчас мы сразу начинаем разведку. Так. Всегда делается разведка боем, как говорится, да? Угу. Тут и ловится. Есть! Есть! Е! Уху! Ленок, друзья. Красавчик. Прям такой круглый. Такой вот упитанный такой весь. Вообще четко. Вот, друзья, смотрите, на эклипсик сработал. Эклипсик, он его 2 раза промазал по нему, но в 3-й раз взял. Вот такой вот еще красотка, красавчик. Так, медлить нельзя, потому что может быть, что он не один. Есть такое дело. Вот посмотрите, друзья, на опускании взял вот такой вот сижок неплохой. Ой, короче, это капец. Это уже я не помню какая, 10-я по счету лунка. И вот так вот мне посчастливилось, так сказать, поймать сига. С 10-й лунки. Попробуем еще. Может, еще возьмет. Ну все, друзья. Вот и село сегодня пробурил 1, 2, 3, 4, 5, 6 лунок, если не больше. В общем, 7 или 6 метров льда я пробурил. Поймал 2 рыбки всего. Мужики уже собираются. Я думаю, тоже пора собираться. Вот. Такая вот поклевочка сегодня была. 2 взял. Линка и такого сушка. Ехать в палатку. Топить печку. И рыбачить там. А завтра уже надо уезжать.
Итак, дорогие друзья, с ветерком, как говорится, мы долетели до родного очага. Оказывается, все это время печка стояла у нас, дымилась, ждала нас, как говорится. Моисей посчитал, сколько часов получилось? 9 часов. 9 часов, друзья, вот работает вот такая вот экономка, печка. Пашихонка большая называется. Вот. Так что имейте в виду, друзья. Вот человек сам подтверждает. Моисей сам видел своими глазами. Да? Угу. Печка горячая стояла. Просто дрова подкинули, начали дальше. Да. А так, в принципе, она жестко. Даже лунки не замерзли. Даже лунки не замерзли. Это говорит о том, что хорошо печка справляется со своей функцией. Бильярдать-то. Почему любите бильярдать или Ну, ой, габды влемечку. Если не жалом, думаю. Лёх, джуканде. Опа! Есть поклевка. Ужин, 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 Ужин был, да? ужин. Ой, надо его успокоить. Так. Мочи! Все, Моисей успокоил его. На мормышку, друзья, жестко. Вот только что сидели, разговаривали про ужин. Только что разговаривали, сидели про ужин. Вот тебе и ужин. И завтрашний обед. Да, и завтрашний обед. Вот, друзья, на мормышку вот на такую взял. И тем самым я становлюсь сегодня абсолютным чемпионом. Пока еще не вечер же. Да, но на данный момент я же чемпион уже. Ну ты чемпион. Да, я сегодня, ох, сколько рыбу поймал. Ай, прям на мормышку взял вот на такую с кишкой насаженной. Жесть. Кляр будем здесь мешать. Да, такая посуда вот. Причем очень удобная, да, одноразовая. Ну. Всё. Потом главное мыть не надо. Да. И глубокая, да? Довольно. Довольно. Глубокая. Так, вот так вот начинает наше блюдо готовиться. Налим в кляре. Запах такой стоит обалденный, Моисей. Будем первую дегустировать. Обязательно. Ой, не жду не дождусь. Друзья, когда попробуем, я вам обязательно скажу впечатление. А сейчас пока ждем. Просто сидим и ждем. Здесь я вот приготовил, посмотрите, сижок у меня запеченный. Вон там он налимчик. Тоже будем жарить. В общем, сегодня чисто налимий такой этот. Налимий день, да? В общем, много налимов мы поймали. Поэтому сегодня будем их жарить. Жарим налимов и самое едим налимов. Всех налимов, которых мы поймали, мы жарим. Вот. Ну расскажи, Моисей, вот, как
Часто ты готовишь налимов дома? Раз в год готовлю одного налима. Ага. И то через мясорубку, филе через мясорубку и котлету. Ага. Это пробую впервые. Вот такой метод, да? Ну мы сегодня еще немножко пофантазировали же с тобой. Тут мы добавили соевый соус. Как бы оно в рассоле, В соусе в этом потомилось, да? да, немножко потомилось, пока большую чистили. Ну, мне кажется, будет это вообще нормально будет. Да, мы сейчас ждем, не дождемся, когда первые куски выйдут, а потом будем пробовать их. Так, первая партия уже сготовилась. Вот они лежат в клярке. Сейчас Моисей закладку делает, да? Потом будем пробовать. Давай. Вместе будем пробовать. На счет 3. Сейчас, друзья, будем пробовать. Так, пробуем. Берем кусочек поменьше. Вай. Ой. Вообще. Да ты что? Полностью в кляре. И внутри так сочно вот. Вообще. Вай. А на вкус как? Обалденный вкус. Да? Ну ты попробуйте. То есть соевый соус мы с тобой не зря. Не зря. Вообще. Да ты что? Серьезно? Серьезно? Сейчас попробуем. Так, друзья, я возьму кусочек такой, ну нормальный такой. Вот. Посмотрите, как он выглядит. Вот. Давайте я вот здесь вот поближе вам сяду, чтобы вам видно было. Все, вот. Вот такой кусочек. Как сочно. Точно, да. И вкус совершенно другой, слушай. Да. То есть обыкновенный налим превратился во что-то очень экзотическое. Теперь все время так будем готовить, наверное. Да, Моисей? Да. Так, как этот, в собственном соку, как будто, обмолакиваете Да. в тесте. Ну, как будто чебуреки, да, тонким тестом и внутри сочной рыбой. Вот так вот, друзья. Век живи, век учись. Вот такая вот сегодня у нас замечательная кухня от Моисея. Сейчас ребята придут, не узнают налим. Так, к нам пришли гости из соседней палатки. Яныч и Дмитрий. Че, как у вас настроение? Проголодались те. Проголодались, да? А у нас сегодня налим жареный. Вера, пробу сними. Дмитрий, пробовал, сними-ка налима, которого мы пожарили. Нет, ты сначала попробуй реально. Испробуй. Нет, непростой рецепт. Вообще Определить должны, как, что там. секретный рецепт. У нас секретный рецепт. Ну, вот.
Так ты горячий самый взял же. Ну, я теперь бабу. Что ты там выкидываешь-то? Ini karahaya. Ой, кивать. Tamam iki kuşak kırını ulukun battı. Allah aptallıyım tabi. На. Ну, горячий тоже, но ничего. Кука, иди домой. Хорошо был салатист, М? салатист, когда Мама, это. Бальта тут. Ровно. Улов потом сила раз тут. Вкусно, не кинешься. Миллиардах, да? Не только. Не только. Есть варианты. Да. Ох, ребята. Подсказка верю. Бende. Подсказка bu. Бедах-то. Анна. Çok iyi. Ne gerekirdi? Kıyılı soğuktu. Туалетный кумар будет теперь. Вот ну все вкусно. Своего соус. Будет перец. Специально пропитали Перец. соевым соусе. Балгы. Кляр добавили. Тоже немножко добавьте. Эми соевый, да? Вкус, соль, Видя. мука и черный перец. Все. Oğlum. Берести буду. Lastik oldu bu arada. Ne açıyor? А что я ведь, да, на. Целый год ты меня себе ведь тугане. Тут бухарка надо ведь, оказывается. Надо, главное, Если бы это да. сварить. Яне все понравилось. Теперь только Ян, когда ты видишь на линии рыбалки. Наливов только ему подавай сейчас будет. О, кляр ровно. Ага. Кляр ровно хватило. Да ты чё, вообще классно. Ровно. Классно. Классно. Без остатка. Ну вот, друзья, значит, мы старались не зря. Всем понравилось наше блюдо. Вот, мы сейчас будем есть. Да. Поэтому пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. Советуют попробовать обязательно. Так что давайте. Все, вот так вот у нас приготовилось. Сейчас ребята начинают сразу уплетать. За обе щеки. Вот. Сижок сегодняшний. Ян обещал только наливов ловить теперь. Сказал, дома будет готовить так же. В кляре. Город едет за хляром. Как я. Мене пробувати легко. Сіги. Давай-ка возьми пробу. Я же приготовил тоже. Все моисеевскую только едят блюдо. Налима в хляре. Давай отсюда. Можешь с этого взять, со спинки. Не, вот отсюда. Ну нормально, да, тоже? Нормально. Печи.
Я не солил, правда. Чувствуется, да, что соли нет? Ну вот. Хуя будет как-то борода. Иди борода бахили. Ты хабарман били таки. Видишь бихи. Ой, это дальше сегодня. Хуланары болу телефон, что-то одели. Манда кымасо. Жа, Хасан каска деді. Хасан, жа каска бара бадай. Каска туры гынан бар. Всем привет, друзья! Сегодня у нас, в общем, другая локация. Вот. Сейчас я в палаточке пока нахожусь. Вот. Расставился все. Так вот. Давайте выйдем. Поснимаем, что там, ребята. Только приехали, вот буквально минут 30 тому назад. Все здесь. Палаточку поставили. Пробурились. Дмитрий что-то кричал. Чем похвастаешься? Ох ты! Смотри-ка. Вот это улов с утра. Да? Утро вообще неплохо начинается. Вот, даже, смотрите, вот им даже маски снять некогда было. До такой степени ребята вот спешили, вот не отряхнулись. Ничего, сразу все. Некогда. О, ага, да-да-да, сейчас клевала у него. Щука клевала. Яныч очень торопится, потому что боится, опоздать вот на клев вот такой рыбы. Вот, сейчас придет сюда, рядом вот здесь будет пробуриться, вторую лунку здесь напротив. Сядет. Моисей, ну чё, как у тебя, есть что-нибудь? Пока нет. Ясно. Ну ладно, а я пошел в палатку, я пробурил себе там парочку луночек. Сейчас в одну опустим камеру, во второй сядем, чайку маленько попьем и начнем. Я сейчас на 2 лунки пробурил. Смотрите, вторая лунка. Вот бутер наш, вот. Вот снегоход стоит, Ямаха. Вот. Такая локация. Вот. Протока. А здесь как бы остается такая небольшая куришка. Так, друзья, все уже начинают рыбачить. Один я тут все копошусь. Причем копошусь вообще капитально. Камеру пока настроишь, пока там по мелочам, пока все проверишь, блин. Сколько времени уже? Двигаешь, уже 2 щеков поймал. Короче, вообще. Порой хочется просто взять, сесть и начать рыбачить. Так что, друзья, имейте в виду, кто хочет заниматься профессионально видеоблогом, съемками, имейте в виду, что вам придется много чего делать. Сегодня последний день февраля, оказывается. Поздравляю всех. Так, 11. 11. Так. Ну что, давайте момент истины. Сейчас будем настраивать камеру теперь подводную. Да еще не все.
телодвижения еще на этом не закончились. То есть, чтобы хорошая картинка была, нам нужно все хорошо настроить. Картинка, конечно, естественно, не для меня, а для вас, друзья. Вот, поэтому тут все на этом связано. Ух ты, какая глубина здесь. Причем такой свал и коряга такая здоровая лежит. Вот. Получается, что у меня блесна прям на самом свале стоит. Печка что-то раскочегарилась. Так, теперь мне далеко до камеры, в общем, не дотянуться. Придется переставляться, все переделывать. Перекладывать это сюда. Сейчас маленько отсюда отмотаем. Просто, понимаете, когда я делаю подводные съемки, я хочу, чтобы вы ощутили всю красоту подводного мира, увидели, и момент поклевки тоже все передалось. Поведение рыбы, как она себя ведет. Сейчас в данный момент я сижу вообще на 2 метрах на свале, на таком вот. И даже не знаю, что здесь может быть. Надеюсь, что кто-нибудь будет. Вот. А также, наверное, я очень сильно бликую от солнца, поэтому нужно еще к этому дополнению дополнительно включать дополнительное освещение. Так что тут не просто все так, как кажется. Придется еще свет включить для вас. Вот. Со стороны камеры, вот. Вот теперь я в кадре нормально смотрюсь. Картинка хорошая должна быть. Камера, главное, чтобы не замазана была. Все проверить. Вот. Все. Прям свал такой резкий идет. У ребят там мелко, а мне вот эта вот яма такая вот попалась. Очень печально. Очень печально. В месте таком сел. Прям граница свала. Не знаю, будет тут рыба, нет. Так, сейчас вот сижу, подманиваю, пытаюсь подманить такой вот серебряной блесной, вот, от компании УРУ. Вот Моисей, сам представитель компании, снаружи там сидит. Пытаюсь подманить просто. Пытка, как говорится, не пытка. Давайте опустим блесну покрупнее. Сколько я знаю, здесь летом хорошие щуки были. Самое главное, что здесь Дмитрич упустил тайменя. Вот в этом месте.
То есть был таймень. И сейчас таймень будет клевать, то я даже не успею включить камеру, просто молниеносно сметет. Там уже будет как бы не до камеры, не до подводной камеры. Вот. Нужно будет засечь рыбу, быстро вытащить шнур подводной камеры, и потом уже вытаскивать, вываживать рыбу. О, сик плавает. Четко увидел. Давай. Иди туда. Ага, сейчас только что подплыл. Только что подплыл лук, когда ты дошел. Ну-ка. Красиво плавает, ага. Такой небольшой такой. Небольшой такой лимбовский. То есть сишковский. Что-то быстро он интерес как-то потерял. Слушай. Опять плывет. Второй раз плывет. Сейчас посмотрим. Возьмет, нет? Нигде бы ты. Хаппатами. А там новый. Нигде где а ты хаппатал. Ну, как будто сытый, да, такой маленький? А это хавай. И тебе не надо хапты. О, бомба. Не берет совсем, а? Совсем не берет. Что такое? Есть такое дело. Горбачик зачетный взял. Вот такой вот. Сейчас мы его пустим на кишки. Давайте-ка посмотрим, как. Видите-ка. О! О! Еще один окушочек взял. Здесь на свале, походу, только они клюют. Вот, друзья. Вот такие вот неплохие опушки. Попались. Так. Что такое? Не понравилось ему. Ну, не хочешь, не надо.
Что такое? Хищник покрупнее есть, оказывается. О, идет зубастая. Зубастая идет. Зубастая плавает. Сейчас мы его возьмем. Большая рыба требует большого подхода. О, есть. Промазал. Попытка. Дубль, дубль, дубль делай. Давай, 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 давай. Красавчик, мы в тебя верим. Ну, такая не очень крупная. По лбу получила. Получила по лбу. Ну что ты? Что ты?